В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. План на ближайшую трехлетку. Госсобрание приняло бюджет Якутии на 25 и на плановый период 26-27 годов. Терпение и труд. В Якутии отмечается снижение потока трудовых мигрантов на 8,5%. Счастливый билет вытянула жительница Анабарского района. Сегодня аэропорт Якутска впервые обслужил миллионного пассажира. Праздник тех, кто работает на себя. Сегодня по всей стране отмечается День самозанятых. Расскажем, сколько самозанятых зарегистрировано у нас в республике. Большие старты у подрастающего поколения. В новом спорткомплексе проходят соревнования по художественной гимнастике. Оперативный штаб Якутии продолжает свою работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников от республики, задействованных в специальной военной операции. Как передают наши военкоры Николай Бестинов и Петр Шестаков, на днях в опорные пункты республики в зоне СВО доставили очередную партию квадроциклов «Сокол», которые передали воинским формированиям, где служат наши земляки. На встрече с бойцами постоянный представитель республики при президенте России Андрей Федотов выразил благодарность за мужество и защиту страны от западной агрессии. В ответ солдаты вручили свой военный флаг и поблагодарили руководство республики за постоянную поддержку. Чувствуется очень сильно поддержка. И ребята это чувствуют. И особая благодарность хочется выразить главе республики и в виде гуманитарной помощи, и подарки. Ваш регион ребятам очень хороший делает на праздники, на 9 мая, на Новый год и так далее. Ну, вообще, очень хорошая поддержка. Приоритеты расставлены. Сегодня на пленарном заседании Государственного собрания в третьем и окончательном чтении принят бюджет республики на 2025 и плановый период 26-27 годов. О ключевых направлениях главного финансового документа смотрите далее. Непростой, но сбалансированный бюджет следующего года принят. Доходная часть бюджета составит 329 миллиардов 259 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение составит около 38 миллиардов рублей. Работа была проделана огромная. Я всех благодарю, в том числе и правительство республики, наших депутатов Государственной Думы, в частности Галину Иннокентьевну Данчикову, нашего народного депутата Государственной Думы. С помощью Галины Иннокентьевны у нас появились немалые дополнительные доходы в виде трансфертов из федерального бюджета республики, которые мы предусмотрели сегодня своим решением. Все социальные обязательства перед населением будут выполнены. Финансирование на это заложено. Главный финансовый документ социально ориентированный. 45% это расходы на социальные обязательства. Повышение заработных плат указанным категориям. Это увеличение на 16% МРОТ в следующем году с 1 января 2025 года. Ну и, конечно, мы продолжим устойчивый курс на повышение индексации заработных плат для соответствующих категорий граждан. Каждая цифра бюджета продиктована интересами жителей Якутии и обязательствами региональных властей. Почти на 10 миллиардов рублей увеличили бюджет фонда обязательного медицинского страхования. Это исторический максимум. И это, конечно, благодаря очень большой содружественной работе главы республики Александра Сергеевича Николаева, последовательно и нескольких созывов депутатов Государственного собрания ИЛТУМЭН. Расставлены приоритеты и дорожного хозяйства республики. Бюджет дорожного фонда принят с нарастающей. За 2025 год будет выделено около 11 миллиардов рублей. Несомненно, львиную долю составит и статья расходов строительства Ленского моста. Нужно отметить, что по транспортному комплексу продолжится в обязательном порядке субсидирование авиаперелетов в арктическую зону, субсидирование авиаперелетов в труднодоступные и отдаленные населенные пункты, продолжится субсидирование речных перевозок социально значимых. На финансирование национальных проектов в бюджете отведено около 30 миллиардов рублей. Стоит отметить, что большинство нацпроектов завершатся этим годом, поэтому на новый период будут предусмотрены дополнительные средства от
от федерального центра, которые будут учтены при корректировке бюджета уже в следующем году. Сейчас президент страны инициировал новые национальные проекты. Они начинают работу с 2025 года. Те суммы, которые мы знаем, уже отражены в нашем бюджете. А тем, по которым ведется работа, где будет дальнейшее распределение, мы их отразим уже в ходе исполнения бюджета в следующем году. По налоговым и неналоговым доходам прогноз на 2025 год увеличен на 3 миллиарда рублей. Увеличить инвестиционный экономический потенциал – такая задача стоит перед парламентом и правительством. Мы надеемся, что дополнительные доходы все-таки в первом чтении в связи с увеличением курса рубля, снижение мы надеемся получить дополнительные доходы. К сожалению, те санкции, которые еще продолжают действовать, напрягают рынок сбыта наших алмазного сырья. Конечно, это может повлечь снижение нашей налоговой доходной базы со стороны компании «Алроса». Всего законодателями рассмотрено свыше 650 поправок. Огромное количество поправок, которые поступили в рамках бюджетного процесса, говорит о том, что было очень много споров и дискуссий, но самое главное, что мы пришли к общему знаменателю. Важно, что правительство приняло решение не начинать какие-то новые стройки, а именно закончить начатые. Это правильно абсолютно, потому что можно очень много иметь свайных полей, а по факту объекта не будет. Надо завершить и начинать уже новое. Принятие главного финансового документа региона обеспечит необходимые средства для выполнения поставленных задач. От эффективности их реализации напрямую зависит качество жизни якутян и развитие региона в целом. Александра Хлопкова, Семен Семенов, Якутск. Айсен Николаев провел рабочую встречу с госсоветником Вячеславом Штыровым. Обсудили вопросы развития энергетики и новые инфраструктурные проекты топливно-энергетического комплекса Якутии и Дальнего Востока. Одной из главных тем встречи стало обсуждение строительства Тихоокеанской железной дороги, которая создаст еще один маршрут для экспорта энергоресурсов из Якутии и значительно расширит перспективы развития угледобывающей отрасли республики. Наша встреча как раз была посвящена вопросам развития энергетики. Произошло сейчас большое событие. Запущена в эксплуатацию железная дорога от нашей Эльги до Охотского порта Чумикан. И таким образом создан еще один выход для энергоресурсов республики, Российской Федерации, для экспорта, для поставок в другие регионы Дальнего Востока, для нашего внутреннего рынка. Мы говорили о том, что на самом деле угольная промышленность республики требует дальнейшего развития. В Якутии отмечается снижение потока трудовых мигрантов. За 10 месяцев этого года в республику прибыло 26 722 человека, что на 8,5% ниже того же периода в 2023 году. Чаще всего в Якутию на заработки едут граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Подразделения по вопросам миграции Министерства внутренних дел в этом году провели более 8,5 тысяч проверочных мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. По фактам проверок составлено 4460 административных протоколов, ну а в отношении 411 иностранных граждан судами вынесено решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Приезжая законно, здесь встают первично на миграционный учет, а далее уже не продлевают и переходят в разряд незаконно находящихся. Соответственно, у нас принимаются меры в виде запрета въезда на территорию России. Лиц, которые у нас используют поддельные документы, лиц, которые сообщают о себе заведомо ложные сведения, лиц, которые злоупотребляют нашим целым законодательством России. Эпидобстановка на территории Нерюнгринского района продолжает оставаться напряженной. Заболеваемость сезонными инфекциями находится на высоких уровнях и превышает эпидпороги по совокупному населению. За прошедшую неделю количество зарегистрированных случаев составило около 870. Особые опасения вызывает прирост заболеваемости среди детской категории населения, в первую очередь среди школьников, которые, несмотря на наличие заболевания, продолжают ходить в школу и заражать одноклассников. Прирост составляет около 30% к показателям предыдущей недели. Кроме того, на высоких уровнях остается заболеваемость осложнениями от респираторных инфекций, такие как внебольничные пневмонии. За прошедшую неделю у нас зафиксировано 27 случаев внебольничных пневмоний, причем 22 случая – это детский контингент. И в целом по организованным детям было зафиксировано 20 случаев пневмоний. По взрослому контингенту 5 случаев, соответственно.
Ну, как осложнения пневмонии возникают при респираторных инфекциях, когда отмечается несвоевременность принятия медицинских мер, непринятие мер ограничительного характера по отношению к заболевшим детям и допуск их к учебному процессу. Ну а в Ленске якутский филиал медицинского колледжа начал обучение лаборантов. Набранные группы обучающихся на медицинских сестер. В этом году срок обучения сократился на целый год, нагрузка увеличилась и на педагогов, и на студентов, но желающих меньше не стало. Наша съемочная группа пообщалась с будущими специалистами лабораторного и сестринского дела и поинтересовалась, почему они выбрали именно эту стезю. Нина Завьялова уже много лет работает санитаркой в реанимационном отделении Ленской ЦРБ. Она одна из лучших сотрудниц. Добрая, отзывчивая, внимательная. Пациентам этого отделения нужен особый уход. Со своими обязанностями девушка прекрасно справляется. Как сказала главная медицинская сестра, Нина находится на своем месте. Любит свое дело, с того света помогла выбраться не одному пациенту. Девушка давно мечтала получить медицинскую специальность, но возможность выпала только сейчас. Я всю жизнь мечтала пойти на медсестру, но как-то вот не получалось. И вот наконец-то предоставилась такая возможность. И я очень благодарна колледжу, нашим преподавателям, особенно Людмиле Владимировне. Благодарна, что у нас вот есть такая возможность отучиться и получить профессию. Профессия очень благородная. Анастасия Базарова учится на лаборанта. Девушка тоже работает в больнице в отделении интенсивной терапии. Сейчас находится в декретном отпуске. Время свободное есть, поэтому она решила его посвятить учебе. С удовольствием посещает все лекции, дома штудирует медицинскую литературу. Учиться сложно, конечно, да, очень тяжело, многое узнали. Профессия очень интересная. Как бы мне очень нравится. Я очень благодарна нашим преподавателям, что вот нас так стараются, учат наши доктора, находят свое свободное время и нас обучают. Лабораторному делу девушки обучаются за счет муниципальной программы. Бесплатно. В районе на данный момент большая потребность в этих специалистах. Набрана группа из 7 человек. Также продолжается обучение и медицинских сестер. Все предметы по всем дисциплинам, по всем специальностям ведут наши практикующие медики, врачи. В общем, мы стараемся, конечно, находим время, уделяем время нашим будущим специалистам. Понимаем, каждый из нас понимает, что это наше будущее здравоохранение нашего района. Поэтому вкладываемся в этих ребят. С 2009 года филиалом Якутского медицинского колледжа было выпущено 113 специалистов. Все они были трудоустроены в Ленскую ЦРБ. В 2026 году состоится очередной выпуск. Еще 24 специалиста пополнят ряды работников здравоохранения. Среди них медицинские сестры, фельдшера и лаборанты. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Мирнинском районе в эти дни проходит чемпионат рабочих профессий «Юный мастер». Дошкольники пробуют себя в разных компетенциях, от поварского дела и ресторанного сервиса до дизайна одежды и флористики. Что показывают участники конкурса, узнаем из следующего сюжета. В целях ранней профориентации дошкольников, формирования элементарных профессиональных умений и эмоционального отношения к профессиональному миру, уже ставший традиционным, проходит чемпионат рабочих профессий «Юный мастер» среди воспитанников детских садов Мирнинского района. Дети путем погружения, получается, в среду, то есть это через сюжетно-ролевые игры, через различные знакомства, через экскурсии. Приглашаем сюда, допустим, людей профессий различных, да, и, конечно же, пытаемся вот именно погрузить в профессии, которые градообразующие наши профессии. Это алмазнодобывающая компания. И поэтому, пока мы еще не придумали, да, какую бы компетенцию здесь использовать, но были мысли, например, использовать такую компетенцию, как цех сортировки алмазов. То есть детям очень нравится, да, но пока, это очень сложно придумать атрибуты, да, какие бы дети могли использовать замену, то есть алмазов, что-то. Но пытаемся найти там какие-то кристаллы, какие-то что-то. Вообще ребятишкам очень нравится. Чтобы доказать свое мастерство, необходимо хорошо подготовиться. Ребята вместе со своими наставниками изучают тонкости каждой профессии, отрабатывают технические навыки, тренируются в умении увлекательно и содержательно рассказывать о выбранной профессии. Я участвовала в конкурсе Baby Skills. Я показывала профессию официант. Мне мама помогала.
Было очень интересно. Я вообще волновалась чуть-чуть, и я чуть не лопнула. Я справилась. Конкурсные испытания организованы в дистанционно-очном формате. Ребята выступают в своих детских садах, а их работу по трансляции или видеозаписи оценивают эксперты. Главное условие – полная самостоятельность ребенка при выполнении задания. Анна Васильева, Мирный. В Национальной библиотеке Якутии искусственный интеллект помогает писать конспекты и подбирать интересующие издания. При помощи технического помощника можно также переводить тексты. Плюс ко всему, такая поддержка вполне может стать интересным собеседником. Новую цифровую платформу в библиотеке запустили при поддержке Сбербанка. Искусственный интеллект может записывать фразы на якутском языке, которые он обрабатывает, оставляя в платформе только правильные слова и предложения, тем самым помогая развивать якутский язык. Аэропорт Якутска торжественно отметил важное событие. Впервые за год через воздушную гавань столицы региона прошло более 1 миллиона человек. Юбилейной пассажиркой стала Саина Спиридонова, жительница Анабарского района. Удивительно, что свой счастливый билет она купила всего за день до вылета. Подробнее об этом смотрите в следующем сюжете. Маршрут от Якутска до Саскалаха для Саины Спиридоновой стал настоящим счастливым билетом. Вместе с мужем и детьми она планировала свой путь в родной поселок Юрюнхая, совершенно не подозревая о том, что становится миллионным пассажиром аэропорта. В честь счастливого события она получила от аэропорта и авиакомпании множество приятных сюрпризов. Телевизор, сертификаты на проживание в гостинице «Лайнер». Также ей предоставили услугу бизнес-зала и бесплатный рейс туда и обратно. Вообще удивлена я. В шоке. Не ожидала вообще. Муж Спиридонов Руслан и младший сын Сергей и дочка. Раз в год летаем. У нас билеты очень дорогие. Вчера мы купили билет. Вообще билета не было. По словам начальника службы организации пассажирских перевозок аэропорта Лены Захаровой, подобные достижения – результат слаженной работы всего коллектива, от сотрудников аэропорта до представителей авиакомпаний. Получается, ежедневно ведем отчеты по пассажиропотоку, и также ежерейсово мы все это считаем, количество пассажиров, и вот вывели данную семью, данную пассажирку. В прошлом году, к сожалению, 1 миллиона не достигли, но в этом году этот показатель, наш долгожданный показатель, мы его достигли. У нас в аэропорту, да, непосредственно при поддержке правительства и главы республики у нас идет улучшение качества обслуживания пассажиров, а также непосредственно безопасность, что самое главное. За этот год аэропорт Якутска обслужил на 14% больше, чем за прошлый год, где было перевезено около 900 тысяч пассажиров. Этот значительный рост наблюдается по всем направлениям, как по центральным маршрутам, так и по местным и международным. Вообще частенько летаем. Сейчас летим в Черский. По Якутии, да? По Якутии, Куда да. хотели бы, может, в Россию, в страну какую-то? Ну, туда, где тепло. В Сочи, может, туда за границу. Куда мы хотели полететь? Наверное, в Орел, к родне. Лечу в Москву в командировку. Ну, летаю не очень часто. Очень мне нравится аэропорт Пулково и город Санкт-Петербург. В принципе, я уже много где бывал, поэтому таких везде был, за границей, везде. Куда мечтаю полететь? Не знаю даже. Наверное, где-то куда-нибудь по России, может, на Алтай. Мы из Мирного прилетели. Как часто летаете, путешествуете? Ну, где-то 3 раза в год. Летим во Владикавказ. Стараемся каждый год, раз в год. Нравится путешествовать, поэтому мы и путешествуем. Пока есть возможность, нужно летать. Мне кажется, нужно смотреть разные места, разные пейзажи. Горы, моря, пустыни. Ну, все, что есть в мире, чего нету у нас здесь, в родном нашем краю. Нужно смотреть в других местах. Рост пассажиропотока в аэропорту Якутска обусловлен не только удобством и доступностью авиаперевозок, но и рядом крупных событий. В частности, приток туристов и гостей на международные спортивные игры «Дети Азии», а также запуск нового прямого рейса Якутск-Казань, которые существенно повлияли на увеличение количества перелетов. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск.
Ежегодно Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья проводит традиционное благотворительное мероприятие «Твори добро» с участием детей-инвалидов. Мероприятие направлено на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, на привлечение внимания к проблемам детей-инвалидов и оказание им дополнительной помощи. Отмечу, что первое мероприятие прошло в 2018-м, в год открытия реабилитационного центра. Первая часть, вот с 2 часов проводятся мастер-классы. Мы играем с нашими детьми, которые приходят с города. Родители с детьми, у кого есть проблемы в развитии, все знают, приходят в этот день. И, в общем-то, всегда вот так многолюдно проходит. А вторая часть у нас 4 часа будет объединенный концерт. И на концерте будут участвовать звезды нашей эстрады, артисты филармонии и, конечно же, наши дети. Сегодня по всей стране отмечается День самозанятых. Дата стала праздником для новой категории предпринимателей в 2018 году, когда подписали закон о специальном налоговом режиме на профессиональный доход. Сколько самозанятых в республике и как им стать, знает Даяна Федорова. Статус самозанятого позволил легализовать работу и доход многим профессионалам. Анна Анисимова находится на пенсии. 10 лет назад открыла ателье по пошиву одежды. Начинала как индивидуальный предприниматель, однако, узнав о том, что введен специальный налоговый режим, приняла решение стать самозанятой. Я творческий человек, так что у меня вот этих времени не хватает, чтобы ходить и заниматься бухгалтерскими делами. Самозанятость оформила уже 2-й год. Очень удобно. Никаких документов не требуется, очень быстро оформляется онлайн. Самозанятость – новый налоговый режим, который позволяет всем работающим на себя легализовать доходы. В этом году в России общее количество самозанятых составило 11 697 000. Ну а в республике насчитывается 57 454 самозанятых. Меры поддержки бывают разные. Они предоставляются различными ведомствами, министерствами. Выделяют меры поддержки в виде каких-то консультационных услуг, субсидии, гранты предоставляются, образовательная поддержка, и различные акселерационные услуги. Например, по линии центра «Мой бизнес» для самозанятых предоставляются услуги по разработке бизнес-планов. Открывшие свое дело платят налоги всего по 2 ставкам. 4% с платежей физлиц и 6% с платежей юрлиц. Годовой доход не должен превышать 2 400 000 рублей. Помимо этого, плательщики налога на профессиональный доход не вправе оказывать услуги для юридических лиц на постоянной основе и имеют запрет на привлечение наемных работников. Главной проблемой при применении НПД является задолженность налогоплательщиков. Так, по состоянию на 1 ноября 2024 года задолженность по налогу на профессиональный доход в Республике Саха-Якутия составляет более 68 миллионов рублей. При отсутствии оплаты по начисленному налогу на профессиональный доход принимаются принудительные меры взыскания. Стать самозанятым легко. Для начала необходимо установить приложение «Мой налог» на свой смартфон, загрузить всю необходимую информацию, отсканировать паспорт и сфотографироваться. Сегодня все большее количество людей вовлекается в самозанятость. Этот статус дает возможность работать на себя легально и наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Союз писателей Якутии отмечает 90-летие. У истоков создания творческого объединения стоял известный писатель Платон Аюнский. Именно он в 1934 году был первым председателем Союза писателей Якутии. Ну а в разные годы Союзом руководили народные писатели братья Семен Сафрон Даниловы и Наталья Харлампьева. Творческий союз – это ориентир духовно-нравственного развития народа. Он сохраняет и пропагандирует богатый якутский язык, а также является крепкой основой дружбы народов. Сейчас в Союзе писателей 69 талантливых людей. Из них 7 человек – это народные писатели. В эти дни в Якутске проходит первенство и чемпионат республики по художественной гимнастике. Спортсменки соревнуются как в групповых упражнениях, так и в личном первенстве и в дуэтах. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. В новом спортивном комплексе ДЮСШ номер 9 состоялись соревнования первенства и чемпионата Республики Саха-Якутия по художественной гимнастике. Мероприятие масштабное для республики. Общее число участниц составляет 133 спортсменов. В этом году гимнастки соревнуются в новых направлениях.
Что касается дуэтов и трио, то это новое направление, но конкретно в том смысле, что мы их впервые проводим на соревнованиях вот такого официального уровня. Потому что уже несколько лет во всей России это направление активно в общем-то, развивается, но пока как декоративная, скажем так, вид программы, потому что не было принято, скажем так, ЕВСК, классификация по присвоению разрядов в этом виде программы. Соревнования прошли как в групповых упражнениях, так и в личном первенстве. По итогам этих соревнований определятся гимнастки, которые будут представлять республику на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа, который пройдет в конце февраля в Улан-Удэ. Я из города Нерюнгри представляю США-лидер. Я очень люблю ездить в Якутск на эти соревнования. Здесь очень хорошая организация, очень красивый зал, все хорошо подготовили, и мне очень нравится здесь выступать. Я представляла сборную Республики Саха-Якутия на Дальневосточном федеральном округе. И на всероссийских выступала. Художественная гимнастика – самый красивый, яркий, изящный вид спорта. Но подготовка в художественной гимнастике – это многолетний круглогодичный труд тренера и спортсмена. Александра Черноградская, Стас Потапов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.